Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам хурматлы ватандашлар! Обстановка с коронавирусом в Туркменистане очень сложная. Несмотря на то, что в стране проводят вакцинацию, большая часть населения, а это каждый второй, в стране болеет. Источники сообщают, часть вакцин, которая поступает в Туркменистан, а это вакцины компании Pfizer, они поступают через организацию «Красный крест и полумесяц», которую курирует и возглавляет сестра президента Бердымухамедова Гульнабад Давлетова. Как сообщают источники, именно она решает, кто какую вакцину получит. Ближайшее окружение клана Бердымухамедова получило вакцину Pfizer. Вы всему миру объявили, что коронавируса нет, но при этом лучшие вакцины, которые поступили в Туркменистан, были распределены между вашими родственниками. Это очень неэтично и подло с вашей стороны использовать это в своих целях. Вы всю страну используете только для своего блага. И те вакцины, которые поступили в Туркменистан, лучшие вакцины, вы тоже использовали именно для себя и своей семейки. А остальное население получает китайскую вакцину. Сейчас в стране паника, потому что многие люди получают вакцину, а потом через несколько дней они заболевают, потому что у людей отмечается и температура, и слабость, и кашель. Но я могу одно сказать, что вакцинироваться нужно. И еще раз я повторяю, вы должны чувствовать себя хорошо, а потом вакцинироваться. Главное, чтобы вы не пропустили саму коронавирусную инфекцию. Именно прививка дает гарантию того, что даже если вы заболеете, болезнь не будет протекать в тяжелой форме. Очень сложная обстановка в Фарабе. Этот район закрыт, стоят блокпосты, никого не впускают и не выпускают. Те граждане, которые хотят выехать, они должны оплатить определенную сумму. То есть за взятку люди могут покинуть этот район. Сложная обстановка также в Ашхабаде, в Мары, в Байрамали. Больницы переполнены. Люди не знают, что им делать. Население в панике. Те, кто госпитализирован, при малейшем улучшении их состояния сразу выписываются, а на их место уже идет поток людей с высокой температурой. Сатурацию не измеряют, пульсоксиметров нет. Никакого кислорода или кислородных подушек в больницах нет. Кислород дают в реанимационных отделениях и только по распоряжению либо главного врача, либо кураторы из Комитета национальной безопасности. Население думает, что если получает кислород, то это уже все. Скоро больной умрет. Это не так. Во всех странах мира кислород применяют при лечении коронавирусной инфекции средней степени тяжести, так как кислород помогает купировать гипоксию, предупреждает и устраняет кислородное голодание тканей и органов. А когда пациента переводят в реанимационное отделение, это происходит в том случае, когда пациент уже не может самостоятельно дышать, и его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, люди не до конца понимают всю опасность коронавирусной инфекции. Если у вас поднимается температура, вы ощущаете слабость, у вас сухой кашель, пожалуйста, оставайтесь дома. Не выходите на улицу, чтобы не заражать окружающих. Есть граждане, которые с температурой сами выходят и покупают себе и лекарства, ходят за продуктами. Этого ни в коем случае допускать нельзя. Оставайтесь дома. Конечно, это вина правительства, которое безответственно относится к своим гражданам. Мало того, что президент Туркменистана не признает наличие коронавирусной инфекции в стране, он обрек население на вымирание. Чудовищность этого поступка в том, что причина, подтолкнувшая его к истреблению своего населения, примитивно проста. В случае признания коронавируса в стране он был обязан оказывать бесплатную материальную помощь, а также бесплатную медицинскую помощь
своему населению. То, что творится в Туркменистане, это вопиющее, предумышленное уничтожение своего народа. Это геноцид. Да, люди прививаются в стране, но в стране коронавирус, и люди болеют. Заболевание до конца не исследовано. А президент страны, будучи врачом по образованию, умышленно пренебрег опасностью распространения коронавирусной инфекции из-за своей патологической жадности и гордыни. Бросил людей один на один бороться с этой страшной болезнью. Вы своим отрицанием наличия коронавируса, как президент страны, лично несете ответственность за смерть каждого гражданина Туркменистана. Это ваше циничное упрямство оставило народ незащищенным. Лекарства, как я говорила раньше, очень дорогие. Многие не могут позволить себе получить полноценное лечение. В больницах медикаментов нет. Врачи не должны за свой счет лечить людей. Этим должно заниматься государство. Больницы старые. Помимо того, что в стране свирепствует коронавирус, в стране имеется огромное число больных с онкологическими заболеваниями, у которых помимо онкологии еще и присоединяется коронавирусная инфекция. Эти люди лежат в больницах после операций с катетерами, откуда выходит гнойный эксудат со зловонным запахом. Люди в этих больницах элементарно не могут принять душ, там нет воды, и там ничего не предусмотрено для того, чтобы эти люди искупались. Они заживо гниют. Вы не хотите посетить эти больницы и увидеть это все своими глазами? Такая же зловонная обстановка и в реанимационных отделениях. Люди умирают от присоединения вторичной инфекции. И у тех людей, у которых есть деньги заплатить за уход, платят. А неплатежеспособных людей даже и не принимают в эти больницы. Ухаживать и мыть таких больных просто некому. Вы, видимо, не понимаете, что вы обязаны платить медицинскому персоналу, начиная с санитарок, которые не обязаны работать фактически за бесплатно. Уберите своих сыскных шакалов, следящих за врачами и медицинским персоналом. Заберите у них зарплаты и отдайте эти зарплаты медикам и народу, чтобы они могли выжить. Народ имеет право. Халкын хакы var.